Наш эфир продолжает выпуск новостей. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Еще одна вакцина от COVID-19 получила регистрацию Министерства здравоохранения России. Чем «Спутник Лайт» отличается от предшественников? Еще один шаг к освоению Арктики. Более 40 дней в небе провела экспедиция «Север-Наш». Путешественников наградили медалями Республики Саха-Якутия. Совсем немного времени остается до старта спортивных игр «Манчары». Кто будет представлять Ленский район на Якутской Олимпиаде? Еще одну четвертую по счету вакцину от коронавируса, произведенную в России, зарегистрировало Министерство здравоохранения. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Препарат «Спутник Лайт» разработан в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи и содержит только один компонент, в отличие от «Спутника Ви». По словам Мурашко, «Спутник Лайт» позволит ускорить формирование устойчивого коллективного иммунитета. Как отмечают в Минздраве, новая вакцина не является альтернативой «Спутнику Ви», который формирует более стойкий иммунитет и может применяться у лиц старше 60 лет. Наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современными и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными. Как сказал один из европейских специалистов, надежные и как автомат Калашников. Да. Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов. И я думаю, что он, безусловно, прав. Просты и надежные, как автомат Калашникова. Дорожная карта газификации регионов утверждена правительством России. Документ включает мероприятия по нескольким направлениям. В их числе совершенствование услуг по подключению к сетям, включая сокращение сроков и стоимость для потребителей, формирование благоприятных условий для расширения магистралей, внедрение интеллектуальных систем учета поставляемого газа. К 2030 году уровень газификации российских регионов вырастет более чем на 10%. Дорожная карта предполагает создание принципиально новой модели газификации территорий. Ее основой должны стать топливно-энергетические балансы, утверждаемые руководителями регионов. Информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод опровергла Минприроды. Россияне смогут бесплатно находиться в лесах и собирать дикорастущие плоды, как и раньше. Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что теперь для сбора грибов, ягод и березового сока необходимо арендовать земельный участок. Ни в каких приказах Федерального министерства природных ресурсов и экологии нет подобных положений, говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что для граждан нет ограничений по сбору древесных и пищевых лесных ресурсов. С 9 мая начинается прием заявок на гранты главы республики. В этом году на поддержку начинаний некоммерческих организаций выделено в 2 раза больше средств, чем в прошлом. Суммы грантов составляют более 100 тысяч рублей. Приоритетными станут проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, развитие адаптивного спорта, патриотизма и профилактики правонарушений. Также победителями могут стать проекты, посвященные Году науки и технологий. Для проведения регионального конкурса создана рабочая комиссия. В течение месяца будут собраны заявки, требуемые документы и пройдет отбор участников. Обладатели грантов главы Якутии объявят в середине августа. Подача заявок будет больше, потому что во втором этапе фонда президентских грантов мы убедились в этом. Наши социально ориентированные некоммерческие организации очень активны, и во втором этапе они подали больше 240 заявок. Членов российской авиационной экспедиции «Север-Наш» наградили медалями Республики Саха-Якутия за освоение Арктики. Первый этап кругосветного океанического перелета состоялся в 2018 году. Пилоты добрались на легкомоторных самолетах от Красного Яра до Финляндии. Следующий поход будет на Антарктиду. О том, какой увидели якутскую Арктику члены кругосветки с высоты птичьего полета, в сюжете Туяры Константиновой. 43 дня вокруг Северного Ледовитого океана. Маршрут в 20 тысяч километров пролегает через 39 аэропортов и авиационных площадок. В составе экспедиции
асы авиации, за плечами которых 150 часов полета над арктическим небом. Впервые оказался тогда в Якутии. Вот мы начали со Саскалаха, зашли в республику, да, потом у нас вот был Тикси, Чекурдах и закончили Черским. Да, это вот полет по северу республики, Саха-Якутия. И вот к женщине любовь приходит с первого взгляда, бывает такое явление. Да, я вот честно скажу, я практически в республику влюбился. Мы были и на Аляске, и в Канаде, и в Исландии, и в Норвегии, и в Швеции, и в Финляндии. Мы прошли вот по Северному полярному. То есть это приарктические государства. И задача была пройти по всему Приполярью и посетить, ну и встретиться с жителями, и в основном и коренными жителями этих народностей, населяющих вот эти приполярные страны, государства. Идея перелета родилась во время космической одиссеи на МКС. На научно-производственном объединении «Аэроволга» создали фактически новый самолет-амфибию на базе серийного Ла-8. На подготовку арктического этапа ушло 2 года. Чтобы они ощутили масштабы нашей страны, им надо побывать в Якутии, надо побывать на нашем севере. Вот поэтому мы и назвали «Север ваш», обращаясь именно в основном к молодежи России. Это путешествие стало еще одним шагом к освоению Арктики, в том числе и ее туристического потенциала. Пилотами составлена карта для других путешественников, где отмечены объекты инфраструктуры и особенно красивые места. В июле этого года пилоты Владимир Евстафьев и Олег Атьков планируют новую экспедицию в Саскалах. Вот этим летом мы возвращаемся в Саскалах с Олегом Юрьевичем Атьковым. Мы планируем в июле слетать на наших самолетах. Республике самое большое спасибо за дочерей и сыновей. Даже не в обиду другим республикам, вот именно в Якутии нас встречали как нигде. Были в национальных одеждах и мужчины, и женщины. Мы танцевали с ними танец народный. Прямо там около самолетов на аэродроме. Отведали национальные блюда. Ну вот это такой, на самом деле, очень теплый прием. Знаете, он так трогает. Экспедиция «Север-Ваш» уже вошла в историю российской авиации как первый кругосветный арктический полет на отечественных самолетах-амфибиях. Ла-8 и Борей прошли испытания крайним севером, без единого сбоя. Туяра Константинова, Джордж Березкин, Москва. День рождения радио отмечается сегодня, 7 мая 1895 года. Российский физик Александр Попов выступил с докладом и продемонстрировал созданный им первый в мире радиоприемник. Поэтому сегодня эта дата – праздник работников всех отраслей связи. В 1945 году, 7 мая, в Советском Союзе широко праздновалось 50-летие со дня изобретения радио. В связи с этим правительство страны приняло решение считать эту дату ежегодным днем радио. До начала главного спортивного события года осталось 2 месяца. С 6 по 11 июля в селе Бердигистях Горного Улуса пройдут игры Манчары. Это будет 21-я Якутская Олимпиада. Организаторы ожидают более 6 тысяч участников со всех районов республики. В программе игр соревнования по 11 национальным видам спорта. От Ленского района поедут 46 человек. Масс-рестлинг, хапсагай, и у нас, естественно, представлены достаточно большим количеством участников. Пулевая стрельба и стрельба из лука также представлены в полном объеме. У нас проводятся учебно-тренировочные сборы и тренировочные мероприятия по всем видам спорта, которые мы заявили. Якутский фильм «Рядовой Черень» сегодня станет доступен для просмотра сразу на нескольких крупных онлайн-платформах, таких как Иви и Ока. В прокат фильм вышел в марте и поразил зрителя качеством съемок. Вообще, тема войны занимает в якутском кино особое место. Какие фильмы Сахавуда можно посмотреть в канун Дня Победы, расскажем далее. Якутское кино очень зритель-френдли. Я давний поклонник Степана Бурдашова. Это наш якутский Тарантино. Это вот та самая, такая мягкая сила, которую мы подразумеваем. И смотришь на одном дыхании. В Москве совсем скоро откроется большая ретроспектива якутского кино показом первого полнометражного якутского фильма «Срединный мир» Алексея Романова. Всего в программу включили 15 картин, снятых в разные годы, победители фестивалей и хиты проката. Авторское кино и весь спектр жанров от хорроров до комедий. Как рассказал гендиректор Сахафильма Дмитрий Шадрин, еще в 2006 году картины снимались на простые камеры и показывались на старых проекторах. Современное кинопроизводство началось в Республике на голом энтузиазме. Вообще в киносфере России, то есть, да, и, может, за пределами уже начинают узнавать, уже знают, если какие-нибудь фестивали мы там заявляемся,
уже не смотрят так, как тогда, допустим. Нет, уже ждут, уже считают нас конкурентами. Справедливость есть. Якутские фильмы не знают четкого разделения между арт-кино и развлекательным кино. Иногда совершенно развлекательный жанровый фильм может содержать в себе вполне глубинные идеи. И наоборот, авторское кино может быть довольно увлекательным. Нет вот этой вот пропасти. Якутское кино очень сильно связано с природой, как и вообще якутский народ. На днях в прокат вышла военная драма Руслана Тараховского о поэте-фронтовике «Сердце солдата». В основе военно-биографической драмы яркая и короткая жизнь поэта-фронтовика Тимофея Сметанина. Посвящен вот молодежи нашим. То, что вот Великая война достигнута такой вот ценой и имеет такой патриотический характер. Также по мотивам повести Тимофея Сметанина в республике идет фильм «Рядовой Черин». После премьерных показов кино тут же назвали честным, сильным, гордым и нужным. Как рассказал исполнитель главной роли Айтал Степанов, кино показывает нам настоящих героев. Фильм несет пропаганду патриотизма, да, того героизма. Он подходит для именно вот для детей, для подрастающего поколения. Фильм пришелся по нраву как взрослым, так и детям. Там было много идей, чтобы обхитрить немцев и победить их. И мне очень нравятся спецэффекты. Продюсеры очень сильно постарались. Я оцениваю это на 5 звезд. Просто крутой фильм. Эмоции просто завались. Вызывает такие большие эмоции. Я думаю, что такие фильмы надо чаще снимать, чтобы дети не забывали о настоящих героях. Очень хорошее кино. Давно хорошего фильма про войну не видели. Тем более про нашего земляка. В преддверии 9 мая патриотический фильм Дмитрия Кольцова «Рядовой Черин» выходит за пределы республики. Его покажут в Московском кинотеатре «Иллюзион» 4 мая и в Петербургском кинотеатре «Великан Парк» 5 и 6 мая. Московский кинотеатр «Иллюзион» и кинотеатр «Великан Парк» в Санкт-Петербурге согласились показать наш фильм. Это небольшой, но очень важный шаг вообще для всего якутского кинематографа. В последние годы Республика Саха стала важным центром кинопроизводства России, который также называют «Сахавуд». Фильмы местного производства, снятые энтузиастами, успешно конкурируют в кинотеатрах с самим Голливудом. Алексей Лукьяненко, Якутия. День за днем. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.